Сларк. Сегодня мы открываем абонемент для всей семьи филармонического музыкально-литературного лектория. Хочу отметить, что этот абонемент проходит в 3-й раз, и в этом году он называется «Великие имена», и начинается концертной программой «Бал поэтов». И я с большим удовольствием хочу представить нашего гостя. Он родился и вырос в Казани. В настоящее время проживает в Соединенных Штатах Америки, в Нью-Йорке, где и основал театр поэзии и музыки Рустема Галича. Ему аплодировали зрители Новой Зеландии, Австралии, Америки, Европы и, конечно же, России. Встречайте, мастер художественного слова Рустем Галич. Расступитесь, президенты, короли. Подъезжает за каретою карета, и выходит, чуть сощурившись от света, коронованные вечностью поэты. Ведь сегодня бал поэтов всей земли. На балу средь поэтических вершин, и к поэзии душою прирастая, нам откроется вдруг истина простая. Бал поэзии, бал поэзии, бал поэзии, бал собственной души. На извозчиках снов и преданий возвращаются снова в наш дом наши души, устав от скитаний, нас самих узнавая с трудом. Так бегите навстречу каретам и стелите ковры на полы, так редки возвращения эти, как, быть может, поэтам полны. И под музыку, что слышится лишь им, этот бал мы проведем в старинном стиле, чтоб потом в свои садясь автомобили мы решили или погибли, или душу воскресили. Бал поэзии, бал собственной души. Доброе утро, дорогие друзья! Так непривычно говорить «доброе утро», потому что обычно концерты поэтические бывают вечером. Но я представляю, как надо любить поэзию, чтобы вы пришли утром. Спасибо вам большое за это. Вы знаете, эта программа родилась в Нью-Йорке много лет назад. И, как сказала наша красавица Алсу, действительно облетела практически весь мир. Но вот так странно случилось, что в Казани мы ее еще не исполняли. Я был счастлив встретиться с прекрасными музыкантами замечательной Казанской филармонии. И вот у нас родилась такая необычная программа. Идею программы мне подал Марк Мардухович, автор стихотворения, которое я только что прочитал. И я подумал, как это замечательно на театральной сцене представить, что все поэты собираются в одном и том же время, в один и тот же час. Как же можно решить эту театральную задачу? И ответ, конечно, пришел на ум сам собой. Только театр воображения. И сегодня вы будете не просто слушателями и зрителями, а вы будете соучастниками нашего бала, потому что я буду апеллировать к вашему воображению. Мы будем с вами представлять, как к прекрасному дворцу нашей филармонии подъезжают тройки белых лошадей, белые кареты, и
в этих каретах сидят наши с вами любимые поэты. И первого поэта, которого я хотел бы приветствовать на нашем балу, надеюсь, вы разделите мою любовь к этому поэту. Он родился в октябре, 15 октября, Михаил Юрьевич Лермонтов. Вот он посетил нас своим присутствием, и я должен вам сказать, что имя Лермонтова для меня священно, потому что в Нью-Йорке много лет назад я поставил спектакль по поэме Лермонтова «Демон», и этот спектакль тоже облетел весь мир с большим успехом, и у меня есть мечта когда-нибудь поставить его на этой сцене. В Казани мы его уже играли несколько раз, но эта тема бесконечна. Лермонтова мне хочется представить небольшим фрагментом из нашего спектакля, который мы назвали «И рай открылся для любви». Позволю себе напомнить, чтобы вам было больше понятно, понятен смысл того фрагмента, который я хочу исполнить, позволю напомнить сюжет. Падший ангел, дух изгнания, миллионы лет летает в космосе, изуверившийся в чувствах, пролетает над землей, над горами Кавказа, над грузинской деревней и видит, в грузинской деревне идет подготовка к свадьбе. Грузинская княжна Тамара, красавица, танцует свой волшебный танец с бубном. С первой же секунды демон влюбляется в Тамару, подстраивает так, что жениха убивают, и Тамара в качестве свадебного подарка получает труп жениха, который прискакал на загнанной лошади. Плач, истерика, и вдруг она слышит волшебный голос, который ее успокаивает. Тамара засыпает и видит волшебный сон. Пришлец, туманный и немой, красой блистая неземной, к ее склонился изголовью. Демон является Тамаре во сне, она влюбляется в этот образ и уже начинает сходить с ума от любви к нему. Просит отца отвезти ее в монастырь, но и в монастыре демон не оставляет ее. И когда он уже практически уверен, что на ее сердце наложил печать, он является ей в келью. Когда Тамара понимает, кто перед ней, она требует с демона клятвы, что он никогда не будет делать зла. Это невозможно, но демон дает эту клятву. И вот давайте сейчас представим себе ночь, горы Грузии, маленький монастырь, затерявшийся где-то в горах, и темная келья, и в келье двое – демон и Тамара. Oh
злых стяжаний отречься ныне до обед. Ужели ни клятв, ни обещаний, ненарушимых больше нет? Клянись мне, клянись. И что делать демону? Желание обладать Тамарой столь сильно в нем, что он подходит к ней и шепчет ей на ухо то, что она хочет услышать. Клянусь. Клянусь, я первым днем творения, клянусь его последним днем, клянусь позором преступления и вечной правды торжеством, клянусь паденья горькой мукой, победы краткой мечтой. Клянусь свиданием с тобой и вновь грозящую разлукой. Клянусь я сонмищем духов, судьбой празден неподвластных, мечами ангелов бесстрастных, моих недремлющих врагов. Клянусь и небом я, и адом, земной святыней, и тобой. Твоим последним взглядом, твоей первой слезой, незлобных уст твоих дыханием, волною шелковых кудрей, клянусь блаженством и страданием, клянусь любовью моей. Я отрекся от старой мести, я отрекся от гордых дум, отмени от коварной лести, ничей уж не встревожит ум. Хочу и с небом примириться, хочу любить, хочу молиться, хочу я веровать добру. Слезой раскаяния сотру я на челе тебя достойным следы небесного огня, и мир в неведении спокойном пусть отцветает без меня. Я один поныне тебя постиг и оценил, избрав тебя своей святыней, я власть у ног твоих сложил, твоей любви я жду, как дара и вечность дам тебе за миг. В любви, как в злобе, верь, Тамара, я неизменен и велик. Тебя я вольный сын эфира возьму в надзвездные края, и будешь ты царицей мира. Подруга первая моя, толпу духов моих служебных я приведу к твоим стопам, прислужниц, легких и волшебных, тебе, красавица, я дам, и для тебя, звезды восточной, сорву венец я золотой, возьму с цветов росы полночной, его украшу той росой. Лучом румяного заката твой стан, как ленты, обовью, дыханием чистым аромата окрестный воздух напою. Сейчас на дивную игрою твой слух лелеять буду я, чертоги пышные построю из бирюзы и янтаря. Я опущусь на дно морское, я полечу за облака, и я дам тебе все, все земное. Люби меня.
коснулся жаркими устами ее трепещущим губам. Соблазна полными речами он отвечал ее мольбам. Могучий взор смотрел в его очи, он сжег ее. Во мраке ночи над нею прямо он сверкал, неотразимый, как кинжал. Увы, злой дух торжествовал. Смертельный яд его лобзанья мгновенно в грудь ее проник. Мучительный, ужасный крик ночное возмутил молчание. В нем было все. Любовь, страдание, упрек с последней мольбой и безнадежное прощание. Прощание жизнью молодой. Как Белли спящая мила, она в гробу своем лежала, белее и чище покрывала был томный цвет ее чела. Навек опущены ресницы. Но кто по небу не сказал, что взор под ними лишь дремал и чудный, только ожидал или поцелуя, или денницы. Бесполезно луч дневной скользил по ним струей золотой. Напрасные в немой печали уста немые целовали, нет. Смерти вечную печать ничто не в силах уж сорвать. О нет, молю, не уходи. Вся боль, что перед разлукой, я слишком счастлив этой мукой. Сильней нужны меня груди, скажи, пришел я вновь, больной, измученный и бледный. Смотри, какой я слабый, бедный, как мне нужна твоя любовь. Мучений новых впереди я жду, как ласк, как поцелуя, и об одном молю, тоскуя. О, будь со мной, не уходи, о, будь со мной, не уходи. Ну что же, дорогие друзья, давайте из века золотого перенесемся в век серебряный. Но чтобы нам преодолеть расстояние длительностью практически в 100 лет и оказаться в начале 20 века, нам нужен поэтический мостик. И такой мостик, слава Богу, у нас и есть. Это личность и творчество Иннокентия Федоровича Анинского. Замечательного русского поэта, из которого практически вышли все измы. Символизм, акмеизм, имажинизм и прочие поэтические направления. Поэты буквально растащили его по строчкам и сделали из них целые литературные течения. Даже люди, далекие от любви к русской поэзии, знают хотя бы одно его стихотворение.
потому что оно легло в основу едва ли не самого любимого и популярного многими романса «Среди миров в мерцании светил». Одной звезды я повторяю имя, не потому, чтоб я ее любил, а потому, что я томлюсь с другими. И если мне сомнение тяжело, я у нее одной молю ответа, не потому, что от нее светло, а потому, что с ней не надо света. Иннокентий Анинский, стихотворение «Смычок и струны». Какой тяжелый, темный бред, как эти выси мутно-лунны. Касаться скрипки столько лет и не узнать при свете струны. Кому ж нас надо? Кто зажег два желтых лика, два унылых? И вдруг почувствовал смычок, что кто-то взял и кто-то слил их. О, как давно! Сквозь эту тьму скажи одно: ты тали, тали, и струны ластились к нему звеня, но ластясь, трепетали. Неправда, больше никогда мы не расстанемся, довольно. И скрипка отвечала: да, но сердцу скрипки было больно. Смычок все понял. Он затих, а в скрипке эхо все держалось. И было мукой для них, что людям музыкой казалось. Но человек не погасил до утра свеч, и струны пели. Лишь солнце их нашло без сил на черном бархате постели.
Однажды к директору Царско-сельской гимназии, коим являлся Иннокентий Анинский, зашел безусый юнец и положил на стол тетрадочку ученических стихов. Анинский прочитал и написал надпись, напророчив этому поэту великое поэтическое будущее. Так оно и случилось. Николай Степанович Гумилев стал символом и кумиром Серебряного века. У Гумилева тоже есть стихотворение, посвященное скрипке. Но если для Анинского скрипка была символом человеческих чувств, диалог между мужчиной и женщиной, то для Гумилева скрипка – это символ подвижнического труда музыканта, актера, художника, который всю свою жизнь кладет на алтарь служения искусству. Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка, не проси об этом счастье, отравляющем миры. Ты не знаешь, что такое эта скрипка, что такое тихий ужас начинателя игры. Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки, у того исчез навеки безмятежный светочей. Духи ада любят слушать эти царственные звуки, бродят бешеные волки по дорогам скрипачей. Нужно вечно петь и плакать, этим струнам, звонким струнам вечно должен биться обезумевший смычок. И под снегом, и под солнцем, под белеющим буруном, и когда пылает запад, и когда горит восток, ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье, и уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть. Тотчас бешеные волки в кровожадном иступлении в горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь. Ты поймешь тогда, как жалко насмеялось все, что пело, в душу глянет запоздалый, но спасительный испуг, и тоскливый смертный холод обовьет, как тканью тело, и невеста зарыдает. И задумается друг и мальчик дальше. Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ. Но я вижу, ты смеешься. Эти взоры — два луча. На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ и погибни славной смертью, страшной смертью скрипача.
Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд. И руки особенно тонкие, колени обняв. Послушай, далеко, далеко на озере чат изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и нега дана, и шкуру его украшает волшебный узор, с которым равняться осмелится только луна, дробясь и качаясь на влаге широких озер. Вдали он подобен цветным парусам корабля, и бег его плавен, как радостный птичий полет. Я знаю, что много веселого видит земля, когда на закате он прячется в мраморный грот. Я знаю волшебные сказки таинственных стран, про черную деву, про страсть молодого вождя. Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман. Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя. И как я тебе расскажу про тропический сад, про стройные пальмы, про запах немыслимых трав. Ты плачешь? Послушай, далеко, далеко на озере чат изысканный бродит жираф. Дорогие друзья, наш бал почтил своим присутствием Александр Александрович Блок. Заплачет на дворе, а той салатной
Лицо мое белее, чем белая стена. Опять робею, когда придет она. Зачем она приходит со мною говорить? Зачем иглу проводит веселенькую нить? Зачем она роняет веселые слова? Зачем лицо склоняет и прячет кружева? Нечего бояться и нечего терять, но надо ли сказаться, но можно ли сказать, и что ли молите нежный, что сердце расцвело, что ветер веет снежный, что в комнате светло. Утреет сбоку по домам. Позвякивают колокольцы, ты хладно жмешь к моим губам свои серебряные кольца. И я в который раз подряд целую кольца, а не руки. В плечи откинутым назад задор свободы и разлуки, но еле видную за мглой, за дождевой, за докучной, и взгляд, как уголь под золой, и голос утренний и скучный. Нет, жизнь и счастье до утра я находил не в этом взгляде. Нет, этот голос пел вчера с гитарой вместе на эстраде, как и мальчик шаркнула, поклон отвешивает. До свидания. И звякнул в браслет жетон, какое-то воспоминание. Я молча на нее гляжу, сжимаю пальцы ей до боли, ведь нам уж не встречаться более. Что ж на прощание ей скажу? Прощай, возьми еще колечко, оденешь рученьку свою и смуглое свое сердечко в серебряную чешую. Лети, как пролетала тая ночь огневая, ночь былая. Ты время память притуши, а путь снежком запороши. Да
Невозможно представить поэтический бал без поэзии Сергея Александровича Есенина. И, конечно же, Есенин почтил и наш бал своим присутствием. И я хочу представить его своим любимым стихотворением, которое всегда вспоминаю, находясь вдали от родного города, от родного дома. Снова выплыли годы из мрака и шумят, как ромашковый луг. Мне припомнилась нынче собака, что была в моей юности друг. Нынче годы мои отшумели, как погнивший под окнами клен, но припомнил я девушку в белом, для которой был пес почтальон. Не у каждого есть свой близкий, но она мне как песня была, потому что мои записки из ошейника пса не брала. Никогда она их не читала, и мой почерк ей был незнаком, но о чем-то подолгу мечтала у калины за желтым прудом. Я страдал, я хотел ответа, не дождался, уехал. И вот через годы известным поэтом снова здесь, у родимых ворот. Та собака давно околела, но в ту ж масть, что с отливом в синь, слай малинисто ошалел, меня встрел молодой ее сын. Мать честна, до чего же похожи, снова выплыла боль души, с этой болью я будто моложе, и хоть снова записки пиши. Рад послушать я песню былую, но не лай ты, не лай ты, не лай. Хочешь, пес, я тебя поцелую за пробуженный в сердце май, поцелую, прижмусь к тебе телом и как друга веду тебя в дом. Да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом. Растворил я окно, стало душно и в ночь, опустился ритм на колени. И в лицо мне пахнула весенняя ночь благовонным дыханием сирени. А вдали где-то чудно запел соловей, я внимал ему с грустью глубокой, и с тоскою по родине вспомнил своей, об отчизне я вспомнил далекой, где родной соловей песнь родную поет, и не зная земных огорчений, заливается целую ночь напролет над душистою веткой сирени. Меня часто спрашивают, а вы читаете современную поэзию? Иногда бывает, но в принципе я всегда честно говорю, нет, я читаю только классическую русскую литературу, поэзию, которая прошла проверку времени. Но иногда я немного экспериментирую и кладу классические стихи на современную музыку. И вот сейчас мы хотим вашему вниманию предложить маленький экспромт, премьера. 3 стихотворения Есенина, положенные на музыку Игоря Крутого.
Поглядим в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Это золото осеннее, это прядь волос белесых. Все явилось как спасение беспокойного повеса. Я давно свой край оставил, где цветут луга и чащи. В городской горькой славе я хотел прожить пропащим. Я хотел, чтоб в сердце глуши вспоминалось сад и лето, где под музыку лягушек я растил себя поэта. Там теперь такая ж осень, клен и липы в окна комнат, ветки лапами забросив, ищут тех, которых помнят. Их теперь уж нет на свете. Месяц на простом погосте на крестах лучами метит, что и мы придем к ним в гости, что и мы, ожив тревоги, перейдем под эти кущи. Все волнистые дороги только радости от живущих, дорогая. Сядь же рядом, погляди в глаза друг другу. Я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу. Пускай ты выпита другим, но мне осталось твоих волос стеклянный дым и глаз осенняя усталость. Возраст осени, он мне дороже юности и лета. Ты стала нравиться вдвойне воображению поэта. Я сердцем никогда не лгу, и потому на голос чванства бестрепетно сказать смогу, что я прощаюсь с хулиганством. И мне в окошко постучал сентябрь багряной веткой ивы, чтоб я готов был и встречал его приход неприхотливый. Теперь со многим я мирюсь без принуждения, без утраты. Иною кажется мне Русь, иными кладбища и хаты. Прозрачно я смотрю вокруг и вижу там и здесь, и где-то, что ты одна, сестра и друг, могла быть спутницей поэта, что я одной тебе бы мог, воспитываясь в постоянстве, пропеть о сумерках дорог и уходящем хулиганстве. Какая боль, какая жалость. Знать только чувственная медь нам в сентябре с тобой осталось. Чужие губы разнесли твое тепло и трепетело, как будто дождик моросит, с души немного мертвелый. Ну что ж, я не боюсь его, иная радость не открылась. Ведь не осталось ничего, как только желтый тлен и сырость. Ведь и себя я не сберег для тихой жизни, для улыбок. Как мало пройдено дорог, как много пройдено ошибок. Смешная жизнь. Смешной разлад, так было и так будет после, как кладбище усеян сад, в берез обглоданные кости, вот так же
отшумим мы и отцветем, как гости сада. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить о них не надо. Произведение Антонио Вивальди. Прежде чем мы объявим, я думаю, я поставлю маленькую поэтическую точку, если Алсу на правах ведущей мне позволит. С удовольствием. Вы знаете, есть еще один совершенно замечательный поэт, которого я очень люблю, Игорь Северянин. Когда-то, много лет назад, с него начиналась моя артистическая деятельность, и у меня была такая программа «Ананасы в шампанском», которая заканчивалась прекрасным стихотворением, которое, мне кажется, будет очень логичной точкой в нашем поэтическом балу. Когда ночами все тихо-тихо, хочу веселья, хочу огней, чтоб было шумно, чтоб было лихо, чтоб совет от люстры гнал сон теней. Дворец безмолвен, дворец пустынен, беззвучно шепчет мне ряд легенд. Их смысл болезнен, сюжет их длинен, как стаи черных ползущих олен. А сердце плачет, а сердце страждет, вот-вот порвется, того и ждешь. Вина, веселья, мелодии жаждет, но ночь замкнула, где их найдешь? Сверкните мысли, рассмейтесь грезы, пускайся, муза, в экстазный пляс. И что нам призрак, и что угрозы? Искусство с нами, и Бог за нас! Дорогие друзья, наш бал подошел к концу, и нам остается только назвать те прекрасные имена, без которых этот бал не состоялся. В программе прозвучали произведения Антонио Вивальди, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Сергея Прокофьева, Арама Хачатуряна, Георгия Свиридова, Самуэля Бардера и Игоря Крутого. Аплодисменты нашим замечательным и любимым композиторам. Сегодня для вас звучали стихи Михаила Лермонтова, Надежды Анинского, Николая Гумилева, Александра Блока, Игоря Северянина, Сергея Есенина, Ивана Бунина, Дмитрия Мережковского, Анны Ахматовой и Константина Романова. Аплодисменты нашим поэтам! Дорогие друзья, наш концерт подошел к своему завершению. Я хочу отметить, что следующий концерт из цикла «Абонемента для всей семьи» состоится 4 декабря в 11 часов и будет посвящен творчеству татарского певца и композитора Гали Ильясова. Приходите, мы ждем вас на наших концертах. А сейчас я хочу представить артистов сегодняшней программы. Солисты филармонического музыкально-литературного лектория, лауреаты международных конкурсов Айтуган Бальмухаметов, Ильяс Павлов, Альфия Мансурова, Любовь Добрынина, Гульнара Байназарова, Оксана Шайдулина, народный артист Республики Татарстан Георгий Игушев, концертмейстер, заслуженный артист Республики Татарстан Роман Жуков, художественный руководитель филармонического музыкально-литературного лектория, заслуженный артист Республики
Спасибо, дорогие друзья, я безумно тронут вашим приемом. И сегодня мой премьерный спектакль на этой прекрасной сцене. Я благодарю Казанскую филармонию, прекрасной лектории в лице этих замечательных артистов. И надеюсь, что в следующий раз, а думаю, что он не за горами, этот зал будет полон, и вы скажете, что поэзия — это интересно. И пригласите своих друзей. Спасибо вам. До свидания.